Шольца отправляют в отставку. Первые обвинения в крушении самолета в Казахстане, и Азербайджан ждет извинений. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Северокорейский пленный умер от ран. Пропагандисты уже заявляют о том, что все это вранье. Как прокомментировали в Кремле катастрофу самолета азербайджанских авиалиний. В России выпустили рекламу, в которой убивают Санта-Клауса. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Первый пленный северокорейский военный, впервые оказавшийся в плену у ВСУ, скончался от полученных ранений, сообщает южнокорейское информационное агентство. Детали о его участии в боевых действиях и обстоятельствах пленения пока не раскрыты, но попытки российских властей скрыть присутствие северокорейцев, кажется, провалились. Ну и тут российские провластные паблики утверждают, что фото старое и не северокореец это вовсе. По понятным причинам показать фото тут мы не можем, но оно есть в нашем телеграм-канале. А как вы думаете, долго еще смогут скрывать россияне присутствие северокорейцев у себя на территории северокорейской армии? Пишите в комментарии под этим видео. Интересно узнать, что вы думаете. Потери сумасшедшие. Вполне очевидно, что Путин будет вынужден снова обращаться к Киму, а тот будет рад, тут без сомнений, для того, чтобы направить новые северокорейские войска в Украину. Потому что мы прекрасно понимаем, что нет хорошей жизни, даже несмотря на превосходящие силы противников в пехоте, россияне вынуждены закрывать вот эти бреши с помощью северокорейских бойцов. В Москве ликвидировали членов исламистской ячейки, связанных с террористической организацией Вилаят Хорасан, которая известна как Афгано-Пакистанское отделение исламского государства. ФСБ говорят, что задержание переросло в перестрелку. Просто в России точно ничего не бывает. По информации спецслужб, злоумышленники планировали подорвать автомобиль, начиненный газовыми баллонами у здания полиции. Все необходимые материалы они успели приобрести заранее, что подтверждает серьезность их намерений, по мнению ФСБ. Это те же Вилаят Хорасан, которых обвиняют в теракте в Крокус-Сити, и те же, которых обвиняют в связи с российскими спецслужбами. Словом, запутанная история, а если учитывать, что ФСБ чуть ли не каждый день предупреждает какие-то теракты, то еще и загадочная. Курортный сезон под угрозой. В российской Анапе отменяются бронирование отелей на новогодние праздники из-за экологической катастрофы, которую устроили 3 разбившихся танкера. Я напомню, мазут убирают там с побережья и из воды уже на протяжении недели. Но пропагандистам и тут сложно договориться. С одной стороны, Александр Макартычан из Альянса туристических агентств заявляет о 90% отмен бронирований отелей. С другой стороны, Сергей Ромашкин из Ассоциации туроператоров говорит, что речь идет всего об 1-2%. Такой разнобой говорит о том, что данные основаны на разных источниках, например, отели против туроператоров, либо о сознательной манипуляции фактами. Пострадали пляжи ключевых курортных зон Анапы, ДЖМТ, Витязева, Благовещенской. Загрязнение затронуло 80% территории отелей, и экологи предупреждают, что восстановление займет годы. Естественно, это влияет на репутацию региона, но важно понимать контекст. Анапа зимой не является топ-направлением. Расхваленная Владимиром Путиным баллистическая ракета «Орешник», разработанная Московским институтом теплотехники и концерном «Созвездие», оказалась зависимой от западных технологий. Журналисты Financial Times выяснили, что обе компании ищут сотрудников с опытом работы на станках с системами управления японской и немецких компаний. Эти металлообрабатывающие технологии необходимы для производства ракет. Они либо устарели, либо продолжают поставляться в Россию через серые схемы, несмотря на санкции. Аналогичная ситуация с импортными микрочипами, которые активно используют в российской оборонной промышленности. Казахстанская авиакомпания «Казак Эйр» заявила о приостановке рейсов в Екатеринбург, сославшись на необходимость обеспечения безопасности. Все из-за борта азербайджанских авиалиний, упавшего накануне на территории Казахстана. К слову, депутат азербайджанского парламента обвинил Россию в обстреле этого самолета, который упал под Актау.
Самолет был сбит на территории России в небе Грозного. Отрицать это невозможно. Те, кто это совершил, должны понести уголовную ответственность и должна быть выплачена компенсация. Если этого не произойдет, то, конечно, отношения перейдут на другой уровень. В Росавиации заявляют, что во всем виновата, угадайте кто, Украина. Официально об этом говорит глава этого органа. Отмечу, что обстановка в этот день и в эти часы в районе аэропорта Грозный была весьма сложной. Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. А как думаете вы, кто виноват, кто сбил? Давайте порассуждаем в комментариях, не стесняйтесь, не сдерживайте себя. Ну а как отреагировали на это в Кремле? В Кремле сказали, что не будут на это реагировать. Идет расследование этого авиационного инцидента. И до выводов, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки. И не будем этого делать. Вместе с тем у нас есть наши авиационные власти, которые могут это делать. И какая-то информация может быть только от них. Мы же не считаем себя вправе так это комментировать. Но эксперты отмечают, что даже если это было попадание ПВО, то в районе проведения боевых действий это нормально. Подобные крушения, если это действительно крушение, ставшее результатом зенитного огня, не так уж необычны в зонах боевых действий. На самом деле, совсем недавно у нас был случай, когда зенитный огонь сбил американский самолет. Это произошло в районе Йемена, где США наносят удары по целям Хути. Так что такие вещи случаются. Думаю, нам остается только подождать и посмотреть, действительно ли российский зенитный огонь был ответственен за сбитие этого самолета. О том, не останется ли Россия в изоляции и не откажутся ли страны-соседи от авиасообщения с Федерацией, спросили авиаэксперта Богдана Долинца. Если говорить о международном гражданском законодательстве в сфере авиасообщения, то всю ответственность за безопасность полетов несет государство, которое управляет своим воздушным пространством. В этой ситуации, независимо ни от каких внешних факторов, всю ответственность за безопасность российского воздушного пространства несет исключительно только Москва. И любые решения, которые связаны с гражданскими перевозками, лежат полностью на совести только Москвы. Некоторые государства приняли решение ограничить полеты в определенные города, которые не отнесли к городам повышенной опасности. Но при этом полного решения о закрытии воздушного пространства или прекращения полетов Российской Федерации пока что не было. Такие решения могут быть на самом деле приняты еще в будущем, после, например, того, как будет опубликован предварительное расследование авиационной комиссии по расследованию авиационных происшествий, которое как раз начало свою работу. В связи с тем, что самолет непосредственно потерпел крушение на территории Казахстана, то эта комиссия будет создавать и управлять ее работой именно казахстанские авиационные власти. И тут, по случайному, видимо, совпадению, в российском интернет-пространстве появляется реклама, в которой ПВО сбивает Санта-Клаус. Но в этот раз не по ошибке. Все? Все. Цель уничтожена. Президент Германии распустил Бундестаг. Если парламент вынес вотум недоверия правительству Олафа Шольца, то, согласно немецкой конституции, федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер обязан в течение 3 недель принять решение о распуске парламента. Вотум недоверия, который был объявлен правительству, это мощный инструмент парламентской демократии, и он может привести к досрочным выборам, если президент не предложит альтернативное решение. Он и не предложил. Я надеюсь, что сила нашей демократии теперь станет очевидной для граждан Германии с началом избирательной кампании. Перед следующим федеральным правительством стоят важные задачи, именно поэтому ближайшие недели должны быть посвящены поиску наилучших решений проблем нашего времени. Но я ожидаю, что этот конкурс будет проведен с уважением и приличием, хотя бы потому, что после выборов потребуется искусство компромисса, чтобы сформировать стабильное правительство.
Но следует учитывать, что в Германии действует так называемый конструктивный вотум недоверия. Для его успешного проведения Бундестаг должен не только выразить недоверие действующему канцлеру, но и выбрать нового. Если новый канцлер не избран, у президента остается право принять решение о распуске парламента, что он сделал в этот раз. В Южной Корее акция «Берешь один импичмент, второй получаешь в подарок». Южнокорейский парламент снова проголосовал за импичмент теперь уже исполняющего обязанности президента Хан Дак-су. Причиной стало его решение не назначать 3 судей в Конституционный суд, который рассматривает дело об импичменте президента Юн Сок-йоля. Хан Дак-су временно возглавил страну с 14 декабря, после того, как сам Юн Сук-йоль был отстранен за введение военного положения 3 декабря. Импичмент премьер-министра, получивший 192 из 300 голосов, сопровождался хаосом в зале. Депутаты правящей партии окружили трибуну, обвиняя оппозицию в тирании и называя голосование недействительным. Но в оппозиции продолжают обвинять всех, видимо, кто занимает или занимал пост президента. Исполняющий обязанности президента превратился в действующего представителя власти, виновного в измене. Партия народной власти, которая породила лидера измены, отказалась от своей ответственности за соблюдение Конституции и вместо этого позиционирует себя в качестве верного стража лидера мятежа. В целом, протесты в Сеуле не способствуют утихомириванию политического хаоса, но уже как есть. Энергосистема Эстонии не пострадала после загадочного отключения подводной линии электропередач с Финляндией, говорит об этом премьер-министр страны. Но расслабляться рано. Глава правительства уже готов обсудить с НАТО защиту критической инфраструктуры в Балтийском море. Тем временем Финляндия задержала российское судно, перевозившее нефть, подозревая его в повреждении кабеля. Более того, судно могло нарушить работу сразу 4 интернет-линий. Это первый случай в истории таких инцидентов, когда виновная сторона или, скажем так, подозреваемое судно было задержано сразу. И для проведения расследования мы уже предприняли первые шаги. Финляндия взяла на себя ведущую роль в этом расследовании, поскольку повреждение кабеля Eastlink-2 произошло на финской стороне. Интересно, какой будет результат на выборах, если организовывают выборы те же люди, что и раньше. Согласно докладу Белпол, предстоящее действо будет организовано людьми, которые полностью подчинены режиму Лукашенко. В избирательных комиссиях остаются 97% проверенных членов, участвовавших в прошлых выборах, что гарантирует использование отработанных методов фальсификации. Думаете, что с вами легко? Ничего подобного. С вами очень трудно. Но приятно, когда вы даете те результаты, на которые рассчитывают. Впервые не будет кандидатов от оппозиции из-за репрессий, исключающих даже сбор подписей для таких кандидатов. Все оппоненты Лукашенко формальны и подконтрольны власти. Также впервые отсутствует независимое наблюдение, уничтоженная оппозиционной организацией и запрещено выдвижение наблюдателей. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Ну и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. У меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.